О, кто-то есть, хороший. Хороший, ребят, хороший. Вообще хороший это же. Вообще отличный. Вообще ништяк. Ух, какой боец, ребят. Есть кто-то. Опа. Он 3 раза... О, 4-й раз напал. 5-й. Опа. Вот так. Самое главное убрать кровь. От этой крови рыба и начинает гнить. Ай. Упс. Упс. Вот такс. Сперва подход был. Потом все-таки попалась, но ушла рыба. Такой средненький. Не мелкий. Видели, как он водил там. Но не наша. Не наша рыбина. Крупный. Нормальный, очень крупный. Опа! Ничего себе. Не сорвался пацанчик. Фу. На сегодня это самый мощный. Пока. Вон он какой. Здоровяк, ребят. Крепыш. Что еще можно сказать про это? Очень большой. Вот такая лапоть. Да, хорош. О, кто-то есть. Хороший. Хороший, ребят, хороший. Вообще хороший это же. Вообще отличный. Вообще ништяк. Ух, какой боец, ребят. Смотрите. Вот это да, кабанчик. На тройник проглотил прям. Это да. Без ножа я не справлюсь. Хороший. Надеюсь, видно. Вон они. Вот первый попалась вон там. Второй вот тут. И все. Больше как отрезало. Сколько уже кидаю. Хотя уверен, тут несколько штук-то есть еще. Но рыба не берет. Даже мелочь не подходит. А может и нету, фиг знает. Ладно, хватит 2 штуки и то. Мы довольны уже. Мы довольны. Ну здесь еще вот омут такой. Продолжение. Не скажу, что глубоко. Я дно вижу. Но в этих местах все равно рыба должна быть. Трава. Да. Нету. Ладно. Пойдем дальше мы. О, есть. Опа. Хороший тоже. Очень хороший. Крепыш. Блин, подходил, думал, не взял. Там с 2-го раза взял. Толстый, блин, как карась. Вот это гигант хороший. Примерно в холостую уже час иду. Вообще нет поклевок. Не знаю, что и думать. И рябчиков нету что-то. Тишина. Вроде рябины много.
Видите, какое место хорошее, и ни одного подхода нету. Ага. Опа, есть. Не удержался. Опа. Есть кто-то. Опа. Он 3 раза... О, 4-й раз напал. 5-й. Опа. Хороший, хороший. Хорошечный. Да. Хороший. Да и хорошо взял. Вообще проглотил. Вон он, ребят. Хариус какой здоровый. Вообще хороший. Нет слова. Проводил там, блядь, до берега почти. Еле-еле. Ну все проглотил он конкретно. Не видать крючка даже. Опа. Ничего себе. Опа, опа. Ты смотри. Где не думал, там поймал. Вот здесь, прям в луже этой. Хариус куда пришел. Нормально. А он, смотри, какой гигант. Здоровый. Тут, смотрите, свежеповаленные деревья. Ну, недавно, видно, свалили. Видно, недавно свалили это дерево. Звери тут ходят. Рябиной питаются, вон сколько их. Ужас, как много. Тут небольшой хариус сидит. Потому что я видел, как всплеск небольшой такой. Вон он даже. На другом берегу. О, подход. Есть. Подходил. Значит, даже не один тут он. И скажу, что крупный. Все равно лучше, чем ничего. Хоть посмотреть, что за рыба там. Ёпта. Вот видишь, с первого раза, если не взял, возможно, не возьмет. Что-то мне тоже надо чай попить. В горле пересохло. Немножко уже подустал даже бродить по этой тайге. Сколько подъемов, спусков. Сколько поваленных деревьев тут. Место надо найти хорошее. Посидеть там. Все, не взял. Не хочет. Бесполезно. Бесполезно.
прям ломает деревья. Может, медведь. Точно медведь. Вот они когти-то. Следы когтей. Медведь-то гнет он рябину. Питается. Вкусные, между прочим. Запарился, блин. Честное слово. Солнце выглядывает, жарко становится. Ой. До головы трава вон. Блять, 2 метра роста и травы также. Ё-моё. Да. Трудная рыбалка, ребят. Очень трудная тут. Просто так не дается. Много искать, ходить надо. Впустую очень много уже прошел также. Так кидаешь, и ни одной поклевки. Трава мятой пахнет. Наверное, мята растет тут. Прям вообще обалденный вкус. Пьянит. Иду, прям наслаждаюсь воздухом таежным, но и также запах мяты очень частенько так попадалось. И здесь вот тоже. Бывает запах смородины, там через кустарники смородины идешь. Смородина. А тут вот мятой воняет. Прям очень вкусно. Воняет там. Ну вот тут одна трава зацепляется. Ух, сколько еще нам через эту траву пройти там. Бывают кругом валежники, бурелом. А здесь ямы и трава. Кочки такие, блин. Ладно, идем дальше. Интересные места для уток вообще. Почему-то их нету. Как озеро тут места. Опа. Подход. Ну не крупный, наверное. Оп, есть. Крупный. Оп. Нормальный так. Всплеск был, блин. Я думал вообще малыш там. Оказывается, о, какой. Ух, хороший. Хороший, ребят. Хороший хариус. Вообще класс. Вон он такой. Красавец. Очередной раз уже чищу рыбу, чтобы не испортилось ничего, чтобы сохранить. Такой хороший берег нашел, вот и. Да, я думаю, по-быстрому разберусь с этими хрюсками.
Самое главное убрать кровь. От этой крови рыба и начинает гнить, портиться. Вон, какой хороший. Не зря я сегодня пришел сюда. Ради таких рыбин можно побродить. Опа, есть крупный. Упс. Вон. Я его увидел. Он как бы всплеск был. Ну и не стерпел пацанчик. Вон он хороший. Вот так вот. Ну, прошли примерно 300 метров холостую. Не меньше. После того, как чистили рыбу. Он, смотрите, как глотает, блин. Вон он, вон он, вон он, вон. Опс, и ушел. Зацепил, за траву зацепилась. Камерой это же возился. Включаешь там, поклевка идет, потом включаешь камеру. За эти мгновения все меняется. Рыба там, слабинку даешь. Рыба-то же, если так слабо берет, он успевает выплевывать. Или же как-то... О, опять подходил. Опять подходил. Туда, блин, там невозможно там подойти. Что-то провалился. Ага, здесь хорошо. Земля мягкая тут. Опа. Вообще не ожидал. Я думал, за траву зацепилась. Хороший мускулистый такой крепыш. Да. Еле-еле, на один крючок. Чуть-чуть зацепилась вон там. Надеюсь, видно. Ай. Опять сейчас спонтанно, ребят. Надеюсь, заснял. Сейчас упадет. Вот так вот. Есть контакт. Короче, дело было как. Я просто свистанул, рыбачу, и тихоря я увидел, как он перелетел речку и туда сел. Свистнул разок самцом. Ноль реакций. Самкой свистанул и сразу подлетел. Вот. Надеюсь, как-то удалось заснять выстрел. Ну, нормально. Хоть так. Рыбачим, охотимся. С мелкашка удобно, не громко. Много шума не даем. Пойдем заберем. Так. Вот. Куда-то сюда упал. Очень много перьев. Вон кровище сколько. Куда он бахнулся, интересно. Вон он. Вон он, ребята. Самец. Царская птица. Раньше только царям готовили такое деликатес, лакомство. Ну вот, хороший.
Второй рябчик за сегодня. Ну, в грудину я прицелился. Расстояние вообще близко было. Тут кряквы сидели. 4 штуки. Сперва один поднялся, потом 2 и еще один. Что-то как-то не ожидал тоже. В принципе, недалеко стрелять, но... не наши утки. У меня, ребят, аккумулятор разрядилась. 10 тысяч миллиампер или сколько там. Так, 8 тысяч миллиампер. Ну, целый день был включенная камера. Уф, я еще нигде не останавливался, просто рыбачил, шел. Вообще рыбалка ни о чем начала у нас получаться, потому что вообще клёво перестало. Здесь, смотрите, я нашел тропинку, это у охотников тропинка, промысловая тропинка. И где-то, наверное, с полкилометра осталось, будет изба. Я перетерплю, у меня жажда одолевает, вот вода течет, река. Но я сырую, холодную воду не хочу пить, потому что я весь потел, и от холодной воды можно там заболеть или еще. Одним словом, перетерплю. По тропинке уже, я замучался, сейчас шел, здесь вообще бездорожье оказалось. Первый и последний раз сюда я залез, больше сюда не приду. Обычно где рыбачил, там и буду рыбачить. Лучше в Верховье пойти, чем здесь. Здесь вообще катастрофа. Ладно, сейчас дойдем до избы, там нормально отдохну, нормально, капитально, там чай скипятим и отдохнем, перекусим, я просто уже, хочется поесть и отдохнуть, подостыть немножко. Рюкзак такой тяжеленький, ружье и удочка, здесь сумка там 3 рыбины, не чищенные еще. Хорошо, рябчиков нету, никого больше я не подстрелил. В 2 местах уток видел. Они спонтанно там из травы выскакивают и улетают. Просто если, скажем, без удочки уже ты насторожен и идешь там подготовленный, можно там подстрелить. Было несколько уток сегодня, потому что в упор они взлетали. Но с рыбалкой не получается. Одно из двух, или рыбалка, или хоть все равно хоть кого-то добыли, утку и рябчиков. В принципе, нормально поход пока. Вот, уже вечереет, уже солнце садится, нам еще очень много идти. Но нам надо отдохнуть, реально надо отдохнуть. Сейчас я немножко еще посижу и пойдем на избу. Должна быть изба здесь, недалеко уже. Ну вот, ребят, оказывается, изба ближе, чем я думал. Думал, полкилометра, он оказался ближе. Настоящая охотничья таежная избушка у охотников. Здесь и передохнем. Больше рыбачить не стану. А где окна-то? Чолом зарокерка. Шойчиш там петедарен. Ну вот. Давно я тут не был. Тут, видать, у собаки будка. Ага, окна вон они. 2 окна даже. Уже рябину подготовили. Чолом зарокерка. Не очень так светло, скажу. Здесь стоит железная печка, нары, стол. Переночевать можно. Дровишки есть, все есть. Ведро, бутылка, керосинка, все. Так, ладно, у меня последний, единственный аккумулятор. Не знаю, насколько хватит. Много снимать не стану. Сейчас я организую костер и скипячу чай. Речка в стороне от избы. Ведро взял.
зачерпну. Уф, как же хочется пить. Ух. Это да. Видно, начало уже гудеть. Скоро закипит, там полчайника кипятка. Воды налил. Давайте зайдем, посмотрим избу. Опа! Темно. Ничего не видно. Вот тут такое дело. 2 окна, но все равно окно мало света дает. Потому что, блин, это получается на север смотрит окно. Надо было с южной стороны. Юг, восток. Угу. Тут немножко продуктов нам оставили. Вот. Печка так интересно сделана. Из толстого металла, я смотрю. Труба железная. Вот. Тут также, как и на первой избе, я залил раствором, также все закрыто. Ну, для 2 человек, наверное, двое или трое тут ночуют, отдыхают. 2 или 3 охотника. Вот, одеяло, матрас, но мыши, конечно, все съели, так скажем. Грызут все подряд. Ну что, ребят, заварил кофе. Буду кофе пить. Зря критикуете, что вот я с собой беру бич-пакет. Вот сейчас бы заварил бич-пакет, и вот зря я не взял. Надо было взять. Просто супчик сделать, по-быстрому съел и все. Зачем писать, что от бич-пакет это не еда, что-то еще. В таких походах на быструю, скорую руку очень даже вкусно и сейчас напьюсь я этого кофе. Посижу возле костра. От костра тепло идет. Хорошо.
Так что дальние походы, скажем, такие походы вот, когда ты все время в пути или что-то все время делаешь, бичпакет еще очень даже хорошая выручалка, так скажем. Я сейчас в интернете много смотрел про, я не знаю, корейцы или японцы там. Прям все готовят этой лапшой, все подряд. Блюдо готовят и вот эту лапшу разбавляют. Никто не осуждает их. Так что вы еще много раз увидите, как я ем бичпакет. Понятно, если, скажем, ты пошел в избушку отдыхать. Просто вот отдыхать. Время вагон. Тогда да. На готовку можно тратить время больше. А сейчас есть возможность. Просто есть возможность. Раньше этого бичпакета не было. 3 в одном кофе не было. Вот поэтому варили макароны еще. А сейчас есть возможность заварить эту лапшу и на скорую руку быстренько съесть. И, скажем, ты на 2 часа ты забываешь про то, что тебе хочется есть. И за эти 2 часа ты дойдешь до мотоцикла, сядешь на мотоцикл и поедешь домой. Вот в чем суть всего этого. Короче, как и говорил, последний аккумулятор у меня. Буду беречь энергию. Насколько хватит, столько и поснимаю. Сейчас пока выключаюсь, я пью чай, отдыхаю. И пока не стемнело, будем идти к мотоциклу, к нашему восходу. Потом сядем и газку домой. Ну вот, как было, все так же оставляем. Такие правила. Всегда было так. Вот. Ну что, дровышки, пол полена я сколотил, на костер истратил. Вещи уже все собрал. Здесь все убрал. Костер потушил. Там за рекой рябчик свистит. Трогать не станем. Оставим хозяину. Охотник придет. Пусть добывает. А мы сейчас пойдем по навигатору на дорогу выйдем. И по дорогу уже будем идти к мотоциклу. Примерно так. Навигатор показывает налево. Наш путь вон туда надо. Но я уже так замучался сегодня по таким местам ходить, что я решил не спеша, спокойно обойду полукругом, но туда лезть не стану до последнего. Потому что я знаю, что такое там ждет нас. Между прочим, забыл сказать, где-то лет 5 назад, наверное, я последний раз был в этой избе. Тогда мы с Денисом, со старшим сыном, сюда приходили рыбачить. Там еще ниже вторая изба будет, тоже у других охотников. Вот. И еще ниже, там, наверное,
последняя изба. Это с первой избы я уже до туда ходил, походу, снимал для вас, показывал эту избу. Вот. Ну и выше этого, в самом верховье, там еще была изба. Тоже я снимал раньше, когда-то показывал эту избу. Они, хозяева, разобрали и построили такой бангало или что там. Короче, из нетканки. Из нетканки, похоже на избу. Но осенью охотятся там. Зимой там, в принципе, только может кто-то по пути, если попадет, отдохнет и все. Там 40 градусов. Холодно, так скажем. Надо, конечно, у них было, чтобы они отремонтировали старую избу. Намного лучше было бы. Но они, не знаю почему, спилили все это дело. Нижние венцы только надо было поменять. И из нетканки сделали. Да сейчас на снегоходе нет проблем. Доски туда отвез. Сделал нормальную избу. Ну, сами хозяева, сами пусть думают, решают. И я за них не должен ничего думать. В принципе. Вот. Ну, не разгонишься. Быстро идти не получится. И также много болтать тоже. Последний аккумулятор уже. Вот так. Опа. Упала шляпа, блядь. Это ниже пошла пуля. Есть контакт. Ну вот. Ну да. Не ниже, а чуть-чуть выше. Вправее пошла. Ну, с добычей очередной. С полем писать не обязательно. Лучше напишите с добычей. Это... Я это уважаю. Это добыча. Вот. Там еще один рябчик где-то свистит. Тут такое место хорошее для избы. Вот скажем, вот именно вот если на этом пятачке построить избу. И дневной свет вот оттуда, лучи солнца будут попадать. Здесь нет ручей, нет река. Вроде ручей течет. Не похоже, что на речку. Река левее ушла вон там. Проходит левее. А здесь ручей от дороги, который через дорогу проходит. Ну, место хорошее, сухое.
Красиво тут. Идем дальше. Тут старые вырубки. Госпромхоз тут работал. Лес тоже вырубали они. Одни пни, воспоминания. Ну, лес-то растет. Своя рано или поздно возьмет, конечно же. Елка тут. До дороги далеко или нет? Если туда я зайду, не знаю, сколько там идти по вырубке. Я все время еще шел параллельно ручью. В принципе, если по навигатору напрямик можно. Следы дощей даже есть. По навигатору можно, конечно, сразу на дорогу выйти напрямик. Фу. Спотел ужасно. Вроде спокойно иду. Ой. Смотрите, какой гриль. Уверен, он чистый. Проверим. Чистейший. Потому что осенью они всегда чистые. О. Ни одного червя сейчас нету. Ничего. Как зефир. Вот. Но брать не стану. Мы уже перешли на мясо. Сейчас уже будем рыбу, мясо добывать. Сезон грибов прошел. Как-то ждал, что в сентябре много грибов будет. А ничего не было в этом году. В сентябре. Только в августе выход был хороший. И все. Так что в будущем году только как первые грибы пойдут, лучше тогда собрать и все. Сушить, собирать. Есть вдоволь. Не ждать, когда наступит сентябрь, много грибов будет. Почему-то уже лет 3, наверное, у нас в сентябре, считай, перестали выходить грибы. Каждый год жду, что будет выход. Но ничего нету. Сентябрь прошел. Сейчас грибной сезон, имею в виду. Начало сентября. Блин, где же эта дорога? Столько уже иду. Местами с деревьев листва уже полностью выпала. Где-то вообще еще зелено. Где-то уже все. Полная пустота. С рябины в первую очередь, видать, листва падает. Я на подъем иду. Вот. Ну, пока зарядка есть, снимаю. Зарядка кончится. В принципе, где-то уж должна быть и дорога. Малинник какой. Дикая малина вот тут. Целое поле. Плоды, конечно, наверное, нету, не дает. Какие-то бесплодная малина, так называем. Но их очень много тут. А так. Надеюсь, там уже дорога. Да вот она, ё-моё. Я хотел еще дальше идти. Ух, все, дошли. Ух, какой
Красивый закат, ребят. Смотрите. Нам налево надо идти. На восток. Эта дорога ровно на запад идет. Красивый закат. Вообще великолепный. Ну, если вот, скажем, в натуре, вот если смотреть, как я, очень красиво все выглядит. Полный штиль. Птицы даже перестали петь. Единицы только. О, полный штиль. Ну вот, ребят, я на месте. Если честно, с непривычки даже подустал. Как-никак на ногах 12 часов прошел, не считая дороги. Сейчас 18 часов 21 минута. 12 сентября сейчас. Сегодня 12 сентября. Вот. Что сказать? Как и говорил, 12 часов похода, пешего похода, не считая дороги. И за этот поход немножко показал вам, что я добыл, что я поймал. А поймал примерно 10 хариусов хороших, может больше, я даже и не считал там. Некоторые моменты вам показывал рыбалки. Также добыл одну утку, крякву, которая спонтанно так получилось. У меня в стволе, я перед тем, как до речки дойти, я перезарядил и на дробь. У меня пуля была. Первоначально я здесь пулю заряжал, потом я на дробь перезарядил. И так получилось, что я перепутал курок, и вместо того, чтобы дробью выстрелить, я выстрелил из мелкашки и попал утке в голову. В принципе, упражнение нормально взял для гладкого ствола. Я не рассчитывал из мелкашки там бить или еще. С гладкого ствола. Но все четко получилось. Ну, добыли и добыли. Кроме этого, еще добыл 3 рябчика. Что я могу сказать по этому, про сегодняшний день? Вот я от села много также снимал вам, показывал, где что вижу. Скажем, грибы собираю. В один день я больше 10 рябчиков видел. И другие дни где-то я что-то тоже видел. На первую избу, когда ездили, тоже видел. Я думал, рябчиков много. Но если сравнить с сегодняшним днем, вот столько километров я сегодня прошагал по дорогам, по тайге, возле речки там. Рябчиков мало. Именно в этой стороне рябчиков мало. Но в то же время, ребят, может быть, что рябчики есть, но они бывают такие, что пройдешь под деревом, они даже не шелохнутся, сидят и сидят. Не отзываются на манки. Есть такие рябчики, есть такие года, когда рябчик тихо себя ведет. Вот. Ну, бывают такие дни, что они активные, очень активные, они кругом свистят, без свистка они сами отзываются, и легко их приманить, подстрелить. Ну, сегодня их мало было. Также первую дичь, которую я сегодня увидел, это был глухарь, которого я, к сожалению, не мог добыть. Он перехитрил меня. Ну, он перехитрил, он не взлетел, он куда-то, может, метров 20 пробежал, и где-то он там сидит, на меня смотрел, он проводил меня взглядом. Я слишком не шумел. С вами вот просто на камеру рассказал, как было, и все.
А так, пусть живет, кому кто-то подстрелит, кому повезет. Но он меня перехитрил. Я хотел его перехитрить, я просто в лоб не пошел, я обошел его, но вот видите, как все вышло, что он не дождался меня, так скажем. Он спрятался. Но это уже второй случай на том же месте. Это позапрошлом году. В прошлом году вроде как сюда я не ездил. Дорога плохая была. В этом году дорога вообще асфальт. Это хорошая дорога для таких походов на мотоцикле. Здесь у меня вот обратно буду ехать, там яма, и, ну, там видели, как я буксовал, и на обратном пути придется буксовать. Но я уже больше ничего сегодня снимать не стану. Сейчас я выключу вот эту всю камеру, и уже сегодня больше снимать ничего не стану. Лично мне очень понравился этот поход. Повезло мне с погодой, повезло все, всем, что вот здоровье не подвело. Вот я столько километров прошел и вернулся живым. Это радость для меня. Скажем, если я, скажем, или кто другой охотник там потеряется, никто никогда не найдет. Где вот я сегодня ходил, бродил. Понятное дело, если возле реки, вот человек пропал, вот пошел на рыбалку возле реки, пройдутся возле реки, может, если счастье есть, там найдут его, похоронят. Но охотник всегда, или рыбак, вот я сколько стороной обходил, такие кустарники, там невозможно перелом, где вот сваленные деревья. Ну, если со здоровьем человек, как сказать, барахлит здоровье, все, его не найдешь. Я, скажем, очень рад, что я сходил и уже буду ехать домой. Все получилось. Что я запланировал, все у меня получилось. Это единственный поход сюда, в эту сторону. У меня каждый год. Если есть дорога, я раз в год сюда я приезжаю. Больше в этом году я сюда не приеду. Если приеду, только на Буране. На снегоходе приеду. Также, может, на охоту, может, на рыбалку. Не знаю, что будет. Просто заранее ничего не надо так планировать активно, что вот все это я сделаю. Не знаю, что будет завтра. Ничего не знаешь. Просто вот так. Конечно же, надо быть, планы надо строить, но и фиг знает, что и сказать дальше. Вот. Ну, что еще? Вроде все рассказал, все показал, как было. Хочу всех вас отблагодарить, всех, кто смотрит мои фильмы, кто ставит лайки, поддерживает лайками, оставляет комментарии. Ну, надеюсь, вам понравилось. Ждите очередные походы. Сейчас уже в дальнейшем поход будет на первую избу. Также будет охота на рябчика. Я сегодня охоту открыл на боровую птицу и на утку. Охота открыта, так скажем. Я первые дни всегда на боровую птицу раньше 15-го я не стараюсь, в принципе не стараюсь. Вот сегодня 12 число. И если вот, скажем, как охотник, я хочу сказать, что птица еще слабая. Вот я добыл рябчиков, и они, не скажу, что они крепыши. Еще полумесяца надо ждать, до октября. И вот тогда уже они потяжелее будут, жирные становятся. И они делают вкусный суп, настоящий вкусный суп. А то, что открывают с 1 сентября охоту, это неправильно. Это, я считаю, неправильно. Я считаю вообще, что на боровую птицу до 15 сентября не открывали охоту. Не открывали и все. Если не откроют, я ружье не возьму на боровую птицу. Никогда. Потому что уже, считай, почти 2 недели долбят. Ну, боровую птицу, которая вообще слабая, глупая, она, ну, на дорогу выходит и долбят все подряд. Это неправильно все. Считаю, как охотник, я рассуждаю как охотник. И, ну, я с этим ничего не могу сказать, скажем, сделать. Это вместо меня решают, когда открывать.
Я просто как охотник говорю, а не знаю, мои слова кто-то услышит или нет. Рано открывает на боровую птицу, рано. Птица не созрела еще. Ну, посмотрим, что дальше будет. Сейчас в основном у меня будет охота. И рыбалка также может будет. Сейчас вот на первую избу поеду, уже точно будет охота на рябчиков также. Как сказать. После этого уже, после этого похода на первую избу уже будет поход, большая охота на боровую птицу и на все подряд. Скажем, поедем на вторую избу. Такие планы у меня. А как все будет, все увидите, все буду снимать, показывать. Сегодня вот аккумулятор разрядилась, я бы больше для вас поснимал, но последняя минута там зарядки осталась. Вот. Все, будем заканчивать. Еще раз хочу отблагодарить вас, что смотрите, и до новых встреч. Ждите новые серии, многосерийные фильмы от меня, от Олега. Все, пока. Я сейчас попью чаек и буду шуровать домой. Больше снимать сегодня не стану. Уже стемнеет. Съемки не будет сегодня. Пока. Темная ночь.